На прошлый год было выделено 1,5 миллиарда тенге. В эти работы входили у нас демонтажные работы, подготовительные работы, а также благоустройство центральной части. В эти работы также у нас вошли большой объем работ по реконструкции инженерных сетей, но в связи с тем, что когда были вскрыты эти сети, и в срочном порядке мы заменили порядка 160 метров тепловых сетей, было нами принято решение, что этот проект необходимо оптимизировать и разделить, выделить из него инженерные сети отдельно, так как сумма проекта шла бы на удорожание. То есть мы сейчас занимаемся выделением инженерных сетей от проекта благоустройства, так как необходимо будет их выполнить отдельно и более детально и качественно. То есть полностью по поселку заменить сети водоснабжения, теплоснабжения. По проекту благоустройства у нас порядка 7 километров сети электроснабжения также остается. Полностью замена тротуарных покрытий. Здесь центральная часть будет выполнена работа по реконструкции автомобильной дороги, ну и множество парковых зон с МАФами и так далее. Сейчас хорошо, что вообще обратились в областной акимат. Все-таки они посодействовали, видимо, взяли на контроль и работы, ну, так сказать, возобновились более энергично в таком плане. Обязательно нужна взаимосвязь между гражданским обществом и акиматом, местными исполнительными органами, чтобы наша работа все равно, ну это же общая работа. Делаем для кого? Для детей, для населения, чтобы все это было доведено до конца, и тем более, чтобы было все построено качественно. То, что было запланировано в 2023 году, какие ремонтные работы по теплосетям были запланированы, они сделаны. Конечно, есть недоделки, но этот проект, он рассчитан на 2 года. В 2024 году все жители поселка надеются на то, что все-таки это будет закончены эти работы. Те, что тоже запланированы. Жители были удивлены тому, что в зимний период работы по нашей школе продвигаются. И до сих пор еще идут работы. Это очень приятно видеть то, что люди действительно трудятся.